Selam aleykum, kun şerifiniz hayırlı olsun. Efirde zaman bugün Kırmışgalının 775. kunu ketmekte. Studiyada sizlerini men Şevket Namatulayev selamlayım. Bugün Ukraina Yuqarı Şurası baş nazir Arsenij Yatsenyuk'nu istifaga yollap yangi hokimiyatni tayinlay bili. Parlament o'z ishini saat 10'da başladı, lekin kun tertibine ko'ra tayinlanish suvalni tek akşam kecha bilaylar. Bazar kuni baş nazir istifaga ketganini o'z murojaatida bildirdi. Prezident firqasi bu vazifega spiker Vladimir Groysmanni taklif etdi. Buna beraber yangi hokimiyat a'zolari da saylanmoq kerak. Petr Poroshenko bloki endi o'z nomzodlarini de açıkladı. Litvaniyada Butun Dünya İcra Komitetinin delegatlari memleketinin prezidenti baş naziri ve parlament yo'lboshchisi ile ko'rishib kechirdilar. O'yladan so'ng İcra Komitetinin toplashuvi boshlanmoq kerak. Tunevin esa parlament binosida İcra Komitet a'zolari, huquq qo'riqchilar, Litvaniya ve diğer memleketlerden kelgan siyosatchilar Qrimda inson haqlari buzuvi mavzusida tashkil olingan xalqaro forumda ishtirok etdilar. Мы очень надеемся на здравый смысл мирового сообщества. Мир должен понимать, что вопрос уже не только в крымских татарах, не только в Украине. В опасности находится весь мир. И если дать попустительство этому агрессору, завтра может стать жертвой любая страна. Россия после захвата Крыма в этой автономной республике постоянно нарушает права человека, особенно вызывает нашу озабоченность репрессии против национального меньшинства крымских татар, ограничения свободы слова и свободы собраний, и другие преступления. Я обратился к присутствующим членам международной конференции с просьбой, чтобы они обратились, чтобы они пролоббировали в своих парламентах постановления или законы, свидетельствующие, признающие нас коренным народом, чтобы они объяснили своим парламентариям, своей исполнительной власти, какая существует на сегодня возможность утраты целого народа, целой нации. Ведь есть красная линия, куда животных заносят редких, чтобы они не погибли, а мы не животные, мы народ. Это на самом деле волнует нас, потому что ваша судьба – это как лакмусовая бумажка, как мир реагирует на эти проблемы, как он в состоянии с ними бороться. К сожалению, пока что эта лакмусовая бумажка показывает не очень достойные результаты, но мы не опустим руки. Для нас очень важно, что мы хотим, чтобы о проблеме Крыма узнала Европа, узнал мир. Поэтому первый шаг сделан, это Вильнюс. Через 4 месяца это будет Варшава. Я думаю, в следующий раз это может быть Бухарест или Вашингтон или Оттава. Те города, где проживают крымско-татарские общины. Қарасу базарының Сарысу қасабасында ғайып болған Ислам Джипаров и Жевдет Исламов хақында ешбір хабар жоқ. Оларны 2014 сенесі сентябрь айының соңында белі олмаған шақыслар қырсызлап, екісіні де машинаға ташылап алып кеттілер. Вақияның шаатлары ве араба номераларını көрген инсанлар да бар, ләкин полиция жинайетчілеріні аляда белгілеп оламай. Сойсоплары білдіргенне көре Джипаровларының кішік қызы пешінден де инсанлар түшкен. Оны да шу сене қырсызламаға тырышқанлар. Если мой сын сейчас жив, то ему должно быть 20 лет. А если он жив, то ему сейчас 25 лет. Вот так похищены были в один день, в одно время, одними и теми же людьми. Вот так вот мы больше о них ничего не знаем. Думать, что они там были какие-то деятели или там себе несли какую-то опасность, ну, нет смысла, потому что 18 лет моему сыну. Вот он был такой домашний и нормальный парень. В тот же год его в сентябре похитили. Это где-то был, наверное, октябрь месяц. Была слежка за дочерью, младшей дочерью. Нет, она мне сказала уже после того, как уже зашли люди во двор сзади, начали с ней заговаривать, предложили ей поехать с ними, к брату. Тогда она рассказала, что эта машина за ней, описала машину, все, ездит уже несколько дней, несколько недель даже, она сказала. То есть до школы, со школы.
Подошла женщина, ей говорит, у нас есть машина, поедем с нами покатаемся. Она, естественно, бросила все, побежала домой. Смотрит, никого нет. Вышла опять. Она опять подходит. Мы знаем, где твой брат, поедем, тебя отвезем. Ну, и, в общем-то, следствие как будто бы идет. И дело как будто бы приостановлено. Нам предоставили возможность для ознакомления с делом. Но я не ознакомился, просто не ознакомился. Я понимаю, если нашли, мне бы сообщили. Если нет, ну что дурака валять, тогда они сами это все сделали, и теперь вроде как ищут. Поэтому я думаю, что это дело рук государственных карательных структур, вот этих спецслужб. А раз так, ничего их искать, они все это знают. Просто, ну, в общем-то, делают вид, что ищут. Савченко Илья Колабли. Bu haqda advokat Николай Полозов білдірді. Оның сөздеріне көре Украин мабусының сағлығы пек зайыфлашқан. Савченканың қаны дөрт қат қойырған. Бұна бақмадан о 6 күн евелісі башлаған құрачылықны тоқтатмай жағыны білдірді. Бұне бері о хастаханеге кешірілмесіне қаршы шықты. Тек дамарына глюкоза кірсетілмесіне разы олды. Белеке Украин учучысыны Рус махкемесі 22 ел апсқақ yolлады. Оны ато кечірілген зонада 2 рус журналистінің өліміндеви Санки Украина Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде қабатладылар. Ачлықны қанунсыз қарарға қаршылық кебі башлады. В пятницу у нее взяли анализ крови, и по этому анализу превышение вязкости крови выше нормы было в 4 раза. В субботу и воскресенье у нее было критическое состояние здоровья. Вязкость подобного рода может привести к образованию тромба и внезапной смерти, буквально во сне. Перед Надеждой был поставлен вопрос, либо ее принудительно выводят из голодовки, либо госпитализируют. Она не согласилась ни на то, ни на другое, разрешила лишь провести внутривенное вливание ей глюкозы и хлорида натрия объемом 800 мл. Именно это позволило ей сегодня все-таки выйти в следственный кабинет, где она встретилась со мной. Пока она не отказывается от сухой голодовки, она продолжает ее держать, она не пьет воду, она не потребляет пищу, и состояние здоровья у нее остается тяжелым. Параларны тек тамир үшін айырғанлар капиталь, тамиры үшін пара жоқ. Бұл ақта yol құрушы шіркетінің қадемі Ахмеджет Кереч yolundan төшілген асфальта пейда олған чатлақларını аңлата. Беліке yolынан бір қысымыны кеңлештірген еділер асфальт түбіне чақыл еріні чамырлы таш төшігенлер. 2-3 күнден асфальт бүтінлей чатлады. Проведена замена основания несущей способной конструкции дороги на 50 сантиметров. Был уложен щебеночно-песчаная смесь С4, произведенная белогорскими карьерами, произведенная по ГОСТу, уплотнена по ГОСТу. Положено выравнивающий слой 5 сантиметров асфальта. Асфальт продержался, грубо говоря, неделю. Если бы работы производились по литру капитальный ремонт, то есть увеличение несущих нагрузок способности дороги, было бы маленько по-другому. А кто выступал заказчиком этих проектов в Крыму на ремонт дороги? Служба автомобильных дорог. То есть служба автомобильных дорог приняла такой проект и утвердила его. Скажите, а что с финансированием этих дорог? Хватает его на ремонт дорог финансирования? Для ремонта хватает, но не для капитального ремонта. То есть мы не можем увеличить более несущую способность конструкции дорожной одежды, чтобы выдерживала фуры, которых в количестве 600 автомобилей в сутки выходят с камнем на мост. Судақ регионында су қытлығы. Евелсі инсанлар балық тұтқан ве ялдаған голлер құрой. Бұны тазықлаған видеоны YouTube'та ерлештірділер. Мойлев білдіргенне көре видеода тарақташ дачнай койынды олған су анбары. Шымды о бомбош. Беліке Қырым ішғалінден евел ярмада 85%-ға Шымали Қырым каналындан келген Днепр суындан темин етіледі. Ішғалден соң су берілігі тоқтатылды. Крым, Судакский район, село Дачное. Водоем местного значения Шишкин. Когда-то с глубиной до 3 метров. Зарыбленный ранее. Использовался для купания местными, а также детьми. Сегодня видим, в каком он состоянии.
Тайган Вескас хайванат бақчалары сержілер үшін өз қапыларыны ачмайжақ. Бұл ақта меркезлерінің ел башысы Олег Зубков білдірді. Оның сөздеріне көре 4 ай девамында Ишғалжа кемет тарафындан меселені чезмек үшін ичбір адымлар япылмаған. Зубков білдіргеніне көре, оның сказкаве Тайган айванат бақчаларыны ең азындан 10 мемлекетте қаршылап алмаға азырлар. Ләкин о, имканы олғаны қадар Қырымда қалмақ үшін көрешежектір. Пока мы живем, у нас есть помощь, пока я трачу те деньги, которые у меня есть, звери и государство получает все, что пока нужно, и налоги, и зарплаты, и коммунальные платежи. Да, мы не заплатим в этом сезоне, наверное, 10 миллионов налогов, как мы заплатили в прошлом году. Да, мы не получим доходы. Вот, но я трачу те деньги, которые были предназначены для развития моих проектов. Вот, но, наверное, правда и истина, вы знаете, стоит того, чтобы ее добиваться, пусть вот и такими дорогими методами и, если хотите, жертвами. 6 яшлы Қарасу базар Сакина Мавиле Миннанова ярдымға мұқтач. Бұл генч яшында орак хасталығынен көреші. Екімлер хасталығының 4-ші басамағыны белгіледілер. Мавиле шымды 1-ші мұзбет группа донор қанына мұқтач. Имканы олғанлар Ахмеджетте Киевская 37 кесір 2 адресі бойынша келіп, Мавиле Миннанова үшін қан тапшыра білелер. Экранларда көрген телефон вастасынен қысчықның доғмышларындан толы малюмат ала білесіңіз. Қырымда Қырым-татар дүниясы ақында яңы лейхат ешкелеттілер. Қараденіз Продакшн студиясы Краймен Татарс клуб интернет-порталыны ішке түшірді. Беллеке Қараденіз Продакшн студиясыны Қырымда қалған АТР телеканалының сабық хадимлері тешкелетті. Сайт бір яшта олған инсанға мирақлыдыр. Анда эсасен медениет, урфадет, тіл ве Қырым-татарларының тарихы ақында тариф етілі. Сайт ана тілі огретов дерслерінде кечері. Қырым-татар тілінде бірқач селямлашув ибарелері бар. В крымско-татарском языке есть несколько фраз приветствия. Келіңіз соларнен таныш олайық. Давайте с ними познакомимся. Селям алейкум, здравствуйте. А в ответ вы должны сказать алейкум селям. Здравствуй, селям или мераба. Бұл саатқа соңки хаберіміз әді сілерге ей күнлер тілейім. Ақшамки заман яйынларымыздан қачырманыз. Көрішмек үзіре.